Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Какую встречу готовит вам судьба? Что за встреча? С кем эта встреча? И для чего эта встреча будет вам дана самой судьбой? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на встречу, на судьбу и обязательно загадайте свой срок. И пусть песочек вам все покажет и все расскажет. Также, мои хорошие, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы и пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! 34. Видите цифру? 3 и 4. Была тройка, станет четверка. Вот так, мои хорошие. Кто-то из разряда знакомого превратится в любимого. Ну, шикарно. Дай Боже, да каждому, как говорится. Итак, вы сейчас вся в делах. Много на вас навалилось, много где бываете, какие-то дела улаживаете, проблемы решаете. У кого-то в прямом смысле слова много поездок, движения, куда-то пошла, пришла, ушла, дошла. А у кого-то голова кругом, мысли разбегаются, потому что нужно огромный объем информации переварить, усвоить, выловить в нем самое важное, необходимое, да, вот как все на ваших плечах. Бедная ваша головушка иногда прям кругом идет, вот как вам сейчас тяжело. Думаете ли вы о встречах? Да, скорее всего, нет. Вам не до этого, вам бы дела доделать, вам бы задачи решить, вам бы какую-то стабильность в жизни обрести. Нагрузка идет очень серьезная, прям такая динамичная нагрузка на вас, и вы прям чувствуете, что таете в этой нагрузке, да? Спина прогибается, вот-вот она сломается. И страшно, и помочь вам некому. Очень много всего на вас навалилось. Кого же ведет судьба навстречу к вам? Не буду вас долго мучить, сразу скажу, что вы этого человека знаете. Это знакомый человек. Это не какая-то там новинка, знакомый. Вас некое время что-то связывало. У кого-то отыграет, что была взаимная симпатия, взаимное притяжение, влюбленность могла быть. У кого-то отыграется, что вы были в отношениях, но по какой-то причине отношения, например, рухнули. Да? Просто вот в один момент не вытянули, вы оба не вытянули. Смотрите, времени много, конечно, прошло. У кого-то отыграется вплоть до того, что появится мужчина из вашего, не знаю, самого лучшего времени, да, там, юности, молодости. Мужчина, которого вы не видели там 20 лет, 30 лет. Но у кого-то посвежее будет мужчина. Да? Может быть, мужчина, с кем у вас вот в прошлом году что-то было, может быть, несколько месяцев назад, хотя, в принципе, это и есть прошлый год. Вы очень много думали об этом мужчине. Вы очень много бессонных ночей провели. Вам было непонятно. Ну вот как так? Вроде чувства были, симпатия была, влюбленность была. У кого-то прям действительно отношения были. Да? Но вот что произошло? Почему у нас не получилось? Да? Почему мы так тянулись друг к другу, но вот стыковочка не произошла? Много думали, сердце болело, душа плакала. Ведь он вам действительно нравился. И вы четко понимали, знали, были уверены, что эти симпатии, эти чувства, они абсолютно взаимны.
Вы видели глаза этого мужчины, вы видели, как он на вас смотрит. Ну вот как кошка черная пробежала между вами и не вышла. Вам было жаль с ним расставаться, и вам было очень жаль, что вот именно так все по такому сценарию отыгралось. Ведь мужчина действительно хороший. И знаете, еще такую вещь скажу, что вот приблизительно 85% из вас четко уверены, что этот мужчина давным-давно женился, что у него точно есть жена, либо точно есть девушка, потому что он очень хороший человек, такой семейный, спокойный, с таким крутым потенциалом. Вам и в голову не приходило, что этот мужчина, он свободен, что он до сих пор думает о вас, вспоминает. У вас, кстати, очень много зеркальных моментов и моментов, связанных с очень сильной эмпатией. Тут смело можно сказать, что вы друг друга постоянно улавливали на расстоянии, и вы друг друга чувствовали. Смотрите, это общая отсыпка. Я не буду говорить о том, что против вас были применены какие-то темные силы, какая-то магия. Хотя я этого факта не исключаю. Ну, уже сказала, что это факт, да? Ну, да, это общая отсыпка, и у кого-то таки отыграется, что вот специально магическим путем вас разводили, энергетическим путем, психологическим путем, ну вот что-то было. И также у кого-то может отыграться момент очень сильной зависти. Зависти к тому, что вы красивая пара, что вы славные, замечательные люди, молодые, красивые, друг к другу потянулись. Ну, то есть там невооруженным взглядом было видно и понятно, что вы сладенькая такая парочка, да, как эти, как шоколадка Твикс, да, батончики Твикс, сладкая парочка. И многие люди завидовали. Ну, потому что счастья такого не имеют, не имели и, в принципе, иметь не будут. И, ну, зависть — это такое поганое чувство, которое несет в себе огромную мощную энергию разрушения. Может быть, вы в те времена были молоды, и вы не знали, как себя защитить. Да, вам и в голову не приходило, что кто-то станет вам завидовать. Ну, у кого-то и так могло произойти. Смотрите, я вижу вашу встречу. Встреча будет настолько ошеломительной, настолько неожиданной, что вы оба очень сильно растеряетесь. Вот глаза будут гореть, сердца будут ликовать, а рот как будто бы запечатанный, ну потому что непонятно, что говорить в этот момент, да, какие слова я могу сказать, да, чтобы не выдать свою эту вау, наконец-то я его увидела, встретила, либо я ее увидел, встретил, и в то же время не показаться там, не знаю, грубым, допустим, либо отстраненным. У вас в момент встречи какая-то вот прям пауза повиснет, ну, как гробовая тишина, да, где-то пару минуток, это точно. Просто будете смотреть, вот так мигать в сторону друг друга, и слова как будто бы все в горле застрянут, и у него, и у вас. Когда придете в себя, ну, конечно же, вы там начнете обниматься, там, друг друга чувствовать, там, за руку будете, вот мне идет держаться. Прям сложно поверить, да, хочется ощущать, действительно ли это он, действительно ли это она, вот держитесь за руку. И также я вижу, что вы где-то будете потом сидеть. Может быть, зайдете в ресторанчик, может быть, в кафетерий, может быть, просто где-то вот сядете на лавочку. Где-то вы будете сидеть, и вы будете говорить очень долго, очень много. Потеряете счет времени. Вам может покажется, что прошло минут 5-10, да, на самом деле там пройдет 2-3 часа. И это как минимум. И говорить вы будете обо всем на свете. И о том, что было между вами, и о том, кто из вас что в жизни делал. Мужчина будет невероятно откровенным. Мужчина сам начнет этот разговор о том, что я один, я никого не смог полюбить. Вот ты отпечаталась в моем сердце, и мое сердце для других женщин закрыто. Я так переживал, я так страдал. Буквально этот мужчина проговорит все то, что вы переживали. Да? Все ваши вот эти бессонные ночи, все ваши эти размышления, все ваши переживания вы услышите с его уст. Как же вы удивитесь, вы просто ахнете, вас будут переполнять какие-то невероятные эмоции.
вы буквально подтвердите, что вы то же самое и думали, и чувствовали. Но больше всего вас потрясет то, что он один, то, что он не женился, то, что он девушку себе не завел, что он один, холост, свободен, да, он для вас свободен, он все это время думал о вас, хранил вас в памяти, хранил вас в своем сердце. Даже в помыслах не было какую-то другую девчонку найти. Вот это прям паразит, вот это прям информация, можно сказать, обнимет и расцелует ваше сердечко. Вот такие будут ощущения. Сказать, что вы счастье почувствуете, да это ничего не сказать. Ой, какой же день вас потрясающий ждет. Очень долго будете говорить, очень долго. И знаете еще, что мне идет? Что вы так увлечетесь жизнью друг друга, чувствами друг к другу, что вы даже не обсудите, да, причины, почему вы расстались. Что такое произошло, либо что настолько сильно помешало, вмешалось, что вы расстались. Даже как-то не притронетесь к этой теме. Хотя этот вопрос, он все-таки тенью будет нависать над вами. Тенью. Потому что мужчина уверен, что это вы его не захотели, разлюбили, а вы со своей стороны уверены, что это мужчина вас разлюбил, не захотел. Но вы не станете это проговаривать, да, но чтобы не вспугнуть этот волшебный любовный момент для того, чтобы сполна насладиться тем счастьем, которое за долгое время на вас двоих выпало. И я вижу, что мужчина будет вас расспрашивать о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. И вижу, что вы ему расскажете о своей тяжести, о том, что тяжело. Эта информация очень сильно возбудит мужчину, но можно сказать, что он будет счастлив. Сейчас объясню. Для него это прям как зеленый свет. То есть раз она сама совсем справляется, значит, она свободна. Значит, никаких конкурентов, парней, мужей, любовников у нее нет. И значит, вот он мой золотой шанс для того, чтобы ей помочь, для того, чтобы просто вклиниться в ее жизнь, пусть там не с любовной точки зрения, но с точки зрения там помощника, помогатора. Вот, прям вы в шоке будете, вы скажете, да что, радуешься тому, что у меня есть проблема? А он скажет, нет, я радуюсь тому, что я могу тебе помочь, да, вот я хочу и могу, и буду тебе помогать. Ну, славно посидите, я вижу, что он будет вас провожать. Вам очень сложно будет расстаться, и вы будете бороться с этим соблазном мужчину пригласить к себе домой. Немногие из девочек устоят перед этим соблазном, честно говорю, я это вижу, но кто-то таки устоит. И это, кстати, вам на руку сыграет. Ну а кто не устоит, вы свое счастье просто приблизите, максимально приблизите, да, пригласив мужчину. Ну, конечно, между вами будет близость, если вы его пригласите на кофе, там, либо на чай домой. Вы просто не сможете устоять друг перед другом. Вот, накинетесь друг на друга, и ждет вас волшебная ночь. Скорее всего, плавно перетекающее волшебное утро. Может, вообще спать не будете. Вот. Ну, а если устоите, то ночь у вас тоже будет бессонной, потому что вы будете в блаженном состоянии лежать в кровати, в памяти перебирать все, что он вам сказал, каждое слово, да, даже, может, что будете проговаривать и думать, ах, почему я не сказала, почему я не спросила. Ну, мечтать, будете мечтать. И мужчина тоже будет в своей кровати, в своем доме, да, в своей квартире тоже о вас мечтать. Вот. Возможно, мужчина там не сможет дождаться утра, начнет вам написывать, либо смайлы какие-то отправлять. Ну, в общем, ему важно ощутить, что контакт сохраняется, что это действительно не было сном, что это не сказка, в которую он попал, что вы настоящая, что вы ему обрадовались, что судьба вам действительно позволила быть вместе. А теперь мы подходим к истокам, да? Что на самом деле происходит. Вот не зря я вам сказала про то, что у многих отыграется негатив либо зависть. Да? Возможно, вы друг другу изначально были по судьбе. Да? Возможно, судьба вас к друг другу готовила.
И судьба делала все для того, чтобы вы были вместе. Но вот какие-то не очень порядочные личности вмешались. Кто эти личности? Ну, это вы уже сами разберетесь. А вы точно разберетесь, вы все досконально узнаете. Вот. Возможно, в тот период действительно вы были слишком молоды, либо слишком не готовы к тому, чтобы бороться с тем злом, которое противостояло вашей любви, противостояло вашей паре. Возможно, вам нужно было получить какой-то дополнительный опыт жизни с другими партнерами. В принципе, да, вот пожив одной, убедиться, что да, ваши чувства были настоящие, и вы действительно две половинки единого целого. Тут у каждого уже свое отыграется. Судьба не отступила. Да, судьба согласилась на эту паузу. На самом деле судьба не отступила. У судьбы на вас план. План, она вас видит вместе. Она видит вас парой, счастливой парой, счастливых людей, которые друг друга должны любить, защищать, оберегать и всячески продлевать друг другу жизнь. Мне вот идет именно такой посыл. Сможете ли вы в этот раз довести все до ума, да, и реализовать свой шанс на любовь, на счастье? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Единственное, что если вдруг вот у женщины действительно есть какие-то обременения в виде бывшего, либо не совсем бывшего, там парня, мужа, то тут, конечно, придется нелегко. Но это жизнь, да, где легко, везде сложно. Вот это уже вам решать. Я думаю, что сердце вам подскажет. Опять же, судьба знает, что делает. Видите, вот тут вас разлучили, а вот тут вас свели, а вот это ваше счастливое будущее. Опять же, все от вас зависит, как вы воспользуетесь этим шансом на любовь. Встретите знакомого человека, с кем у вас действительно был настоящий романтик и прекрасные теплые чувства, с кем у вас связь через время и пространство. Ну и сами вы это знаете, сами поймете. Судьба знает, что делает. Судьба действительно пошла ва-банк, я так понимаю, да. И на ваш запрос о личном счастье, на запрос о личном счастье для этого мужчины она вот все карты открыла, да, вас снова свела. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.